Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Моя фамилия Баишев, зовут меня Ильдар Нариманович. Я являюсь доцентом кафедры отечественной истории, и я являюсь председателем предметной комиссии по истории. Таким образом, мы вам предлагаем консультацию с целью подготовки к вступительным экзаменам по дисциплине история. Итак, начнем с того, что форма задачи дистанционная, вид экзамена тестирования, вопросов всего 25. Экзамен продолжается ровно час, 60 минут. И минимальное количество баллов 35, максимальное количество баллов 100. Так, экзамен по истории имеет свою специфику. Здесь более подробно вы можете познакомиться с этой спецификой также на нашем сайте. Там есть программа вступительных испытаний, в том числе по истории. И там изложены все, по сути, разделы истории, которые будут представлены в заданиях, в наших тестовых вопросах. Здесь видите, что задание охватывает все периоды российской истории, начиная с древности до начала 21 века, то есть до наших дней. При этом они распределены равномерно. То есть не может быть такого, чтобы в одном задании преобладали вопросы по ранней истории, допустим, России, а в другом задании, в другом тестовом задании вопросы по преимуществам современной истории. Поэтому таким образом здесь вопросы распределяются равномерно. Так, обратите внимание на технические правила. Вы должны входить в систему через свой логин и пароль. Его дают вам приемной комиссии, таким образом через электронную почту. И кроме того, также здесь надо будет, здесь видно, видите, что уже последующее посещение сайта под своим паролем, который меняете при первом входе в учетную запись. Кроме того, перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться, прикрепить цветное фото. И кроме того, также вы должны будете представить разворот паспорта, там, где указано, там, где есть ваша фотография и указана фамилия и отчество. Обратите внимание на то, что время экзамена ограничено. Мы говорили о том, что у вас 60 минут, и не может быть такого, чтобы, если вы не успели за это время выполнить задание, у вас время уже дополнительного не будет. Поэтому вы должны успеть не просто задание выполнить, но и проверить с тем, чтобы удостовериться в том, что все у вас сделано правильно. К сожалению, у вас нет возможности что-то исправить, или другую попытку как-то предпринять. У вас только одна попытка, поэтому готовиться надо серьезно, готовиться надо основательно, с тем, чтобы на экзамене вы уже могли показать свои знания достойно. Итак, еще раз обращаю ваше внимание на то, что у нас есть сайт приемной комиссии, общий сайт нашего вуза bspo.ru. Вы заходите на сайт приемной комиссии, и таким образом здесь представлено расписание консультаций вступительных испытаний, бакалавриата, специалитета на 2023, 2022, 2023 учебный год. Таким образом, здесь это расписание вам будет доступно. Обратите внимание, что как раз расписание экзаменов по истории выделено желтым цветом, и поэтому тоже, пожалуйста, время расписания не забудьте. Так, и кроме того, также экзамены в строго конкретные дни проводятся. Кроме того, также предусмотрены резервы. Как понимаете, резерв предусмотрен для тех, кто по разным причинам уважительным, допустим, по болезни, не смог прийти на экзамен основной день. Поэтому в этом случае, если у вас есть соответствующее обоснование, справка, например, о болезни, вы можете сдавать в резервный день. Так, и просьба, пожалуйста, не опаздывать. Здесь по положению, хотя указано, допустим, там экзамен длится, условно говоря, с 10:00 до 22:00, либо, если это резерв, с 10:00 до 17:00, вы должны будете зайти не позже, чем за 1,5 часа до завершения этого времени. Пожалуйста, это имейте в виду. Желательно, конечно, сделать пораньше. И повторяю, как вы заходите на экзамен, как начинается экзамен, у вас отчитывается время. Поэтому следим за временем, ровно час. Час не академический, а именно астрономический, 60 минут. И во время этого промежутка вы выполняете задание.
Так, итак, еще раз можете обратиться к нашему сайту, где представлена программа вступительных испытаний. Дело в том, что там она программа такая более развернутая. Вот, сейчас я ее вам немножко продемонстрирую. Вот таким образом, да, посмотрите, вот здесь вот как раз указаны требования технического характера, да, соответственно, тоже внимательно прочитайте их на нашем сайте, поэтому подробно я это не буду освещать, поскольку вы все это увидите на нашем сайте, информация. И обратите внимание на то, какие разделы истории представлены в заданиях. Да, таким образом, в тестовых заданиях, я повторяю, о том, что представлены ну, фактически все разделы истории, начиная с древности, с формирования древнего государства, восточнославянской древности и заканчивая нашей современностью. Вот. Таким образом, всего у нас, как вы видите, 7 разделов представлено в заданиях. Вот. И еще раз повторюсь, скажу о том, что задания здесь представлены равномерно, то есть определенное количество вопросов охватывает ранний период истории, скажем, период 16, 17, 18 столетия, современность. Вот, и поэтому, пожалуйста, вот на это обратите внимание. Дело в том, что некоторые абитуриенты, к сожалению, готовятся по каким-то конкретным темам, да, и при этом не охватывают все разделы, которые требуется охватить. Рассчитывают, что, допустим, они знают современную историю, этого будет достаточно, но вот, к сожалению, это недостаточно, поэтому вы должны внимательно изучить, повторить тот материал, который требуется для вступительных испытаний. Так, теперь давайте мы с вами разберем примерное задание. Итак, вы видите, что в принципе задания сами по себе не очень сложные. Если взять ранний период истории, посмотрите, вот вопрос. Какое из перечисленных событий произошло в 882 году? И 4 варианта ответов. Из них призвание варягов, начало правления Рюрика, объединение Киева и Новгорода, начало крещения Руси. Ну, что касается призвания варягов, как и правления Рюрика, это относится к 862 году, как раз крещение Руси это 988 год по официальной дате, да, и, соответственно, здесь правильный вариант, это третий вариант, объединение Киева и Новгорода, как раз это 882 год. Да, это вот как раз задание по дате. Да, соответственно, есть задание по терминологии. Вот, урочный этап предполагали. Здесь я тоже не буду зачитывать все задания, да, они таким образом у вас представлены на слайде, просто правильный вариант. Вот, ну, это установление срока сыска до крестьян. Вот, это есть урочный этап. Да, заповедный этап, это, скажем, запрет крестьян, да, на выход даже в Юрьев день. Вот, а урочный этап это сыск, срок сыска крестьян. Третий вариант тоже правильный. Так, ну вот далее, понятие третье отделение, теория официальной народности, кодификация законов относится к царству императора. Здесь правильный вариант, я думаю, сразу поняли, это событие 19 века, это все относится к императору Николаю Первому. Кроме того, также вот следующий вопрос у нас касается событий Великой Отечественной войны, как назывался план гитлеровского командования по захвату Москвы. Здесь правильный вариант, я думаю, тоже вы сразу же поняли, это операция «Тайфун». Операция «Тайфун». Так, и вот, соответственно, такие вопросы, к ним вы должны быть готовыми. Значит, я хочу сказать о том, что вы должны иметь представление хорошее, вот, опять-таки, по всем периодам истории. Вот, по крупным событиям вы должны знать даты, должны знать историческую терминологию. Кроме того, вам необходимо также знать и персоналии, это деятели российской истории, это правители, допустим, князья, цари, императоры, генеральные секретари и так далее, руководители нашего государства, видные деятели, военачальники, допустим, да, деятели культуры, дипломаты там и так далее. Поэтому таким образом тоже, конечно, необходимо хорошо владеть информацией по историческим личностям. Так. И вот здесь как раз мы на этом слайде вы можете увидеть о том, что тестовые варианты охватывают все разделы истории последовательно, примерно в одинаковой мере. Вот, и, соответственно, здесь обращайте внимание на знание терминов, дат событий и процессов. Да, и, кроме того, особое внимание уделяйте персонале. Так, теперь далее литература. Дело в том, что
Существует достаточно большая литература, да, по истории. Здесь тоже, видите, конечно, список достаточно такой внушительный. Это не значит о том, что вы должны все это проштудировать. Это просто список рекомендованный. Вот, я лично вам рекомендую из этого списка книгу под номером 3 «История России», да, с древнейшими до наших дней, там Орлов, да, такие и другие, это вот там на самом деле 4 автора, это Орлов, Георгиев, Георгиева, Севохин, это учебник профессоров, преподавателей Московского университета, вот, Эмила Ломоносова. Он практически каждый год переиздается, доступен, соответственно, вот, и фактически вот необходимый материал там можно найти. Кроме того, также мы вам рекомендуем как минимум пользоваться не одним, а двумя-тремя учебниками, потому что, как правило, эти учебники друг друга дополняют. Обратите внимание на то, что есть учебники, которые охватывают конкретный период, да, допустим, условно говоря, с Древней Руси, да, например, до 19 века, или, скажем, охватывают только 20 столетие. Поэтому вы должны брать пособие, где история представлена, начиная с древности до современности. Это тоже, пожалуйста, имейте в виду. Либо вы должны представить несколько пособий, да, вот взять несколько пособий, где значит, вы можете повторить материал по всем разделам российской истории. Так, кроме того, хочу сказать о том, что не может быть такого, чтобы задания теста выходили за рамки школьной программы. Как правило, мы ориентируемся на школьную программу вот, исторического образования. Итак, в завершение я хочу сказать о том, что вы можете обратиться ко мне лично. Здесь видите мои координаты, это адрес электронной почты и телефон с WhatsApp. Поэтому, если какие-то вопросы будут возникать непосредственно ко мне, можете обратиться. Вот. Если будут вопросы технического характера, тоже можете обратиться на сайт или на телефон приемной комиссии. Вот. Контакты здесь указаны. Вот. На этом мы с вами завершаем консультацию. Большое вам спасибо за внимание. Хочу пожелать вам успехов на экзаменах и будем рады вас видеть в качестве наших студентов. Всего вам доброго. До свидания. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так. Те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребуют, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится, дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения.
В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.